Тем временем сеть наводнили слухи, связанные с использованием QR-кодов. Якобы без них сегодня не попасть в магазины и аптеки, а скорая помощь, дескать, развернется и уедет, если не предъявить QR-код. Глава Коми затронул эту тему в своем видеообращении. Конечно, это обман, это, как сегодня говорят, фейк, но это очень злобный фейк. И, безусловно, все, что связано с жизнеобеспечением человека, это и скорая, это и МФЦ, это и вот все, что связано с жизнеобеспечением, никаких QR-кодов требоваться не будет. Но если вы идете в театр, если вы идете на концерт, если вы идете в салон красоты, или в спортивный клуб, или в плавательный бассейн, то там QR-код совершенно точно необходим. Во-первых, потому что, как правило, вы имеете достаточно большое время пребывания, допустим, на концерте или в театре, да, это более 2 часов. И какое бы расстояние ни было, все равно это толчая, извините, да, там, при входе в зал, в гардеробе и так далее. Здесь важно, чтобы люди все-таки не заражали друг друга. QR-код как подтверждение вакцинации необходимо предъявлять только в местах проведения спортивных и культурных мероприятий. И касается это требования только взрослых. Детям разрешен вход без QR-кода. При этом в общественный транспорт, аптеки и магазины продовольственных и непродовольственных товаров можно пройти без предъявления QR-кода. И в дальнейшем республиканские власти не рассматривают применение системы на объектах жизнеобеспечения, подчеркнул глава.